Сразу же после октябрьских событий в обществе начали говорить о необходимости проведения конституционной реформы. По мнению экспертов, парламентская система правления, установленная в Кыргызстане с принятием Конституции 2010 года, не оправдала надежд народа. Мы получили систему коллективной партийно-парламентской безответственности. То есть задача у партии только одна – пройти в Жагорку Кинеш любыми путями, за деньги, не за деньги, но попасть туда. И потом абсолютно 5 лет наплевать на то, что они обещали. Потому что в этой Конституции, вот в действующей ныне, отчетность никакая не заложена. Парламентаризм широко распространен в ряде европейских стран и, безусловно, считается одним из развитых и демократичных форм государственного устройства. Но он предполагает развитую партийную систему, то есть наличие сильных политических организаций с реальными и реализуемыми партийными программами. В Кыргызстане же партийное строительство пока не завершилось, отмечает эксперт Марс Сариев. По его словам, так называемые партии больше напоминают корпоративные группы людей, которые стремятся к власти. Когда квота идет по партиям, партии создают определенные, знаете, и это я назвал открыто еще, когда в Белом доме круглые столы проходили, закрытое акционерное общество Жагорку Кинеш. Понимаете, они решают свои задачи, там сидят олигархи, и они между собой. И получается, что не как бы на благо народа работает, а на свой карман, на свои интересы. Поэтому реформа нужна. Сегодня в обществе есть запрос на возвращение к мажоритарной избирательной системе. Эксперт отмечает, что оптимальным вариантом станет смешанная форма, то есть в парламенте должны быть представлены депутаты, избранные по одномандатным округам и по партийным спискам. По сегодняшней Конституции партии являются абсолютным монополистом власти. Любой человек, который хочет реализовать свои какие-то политические идеи, политические цели, он вынужден вступать в организацию, которая называет себя политической партией, но таковой не является. Таким образом, партии монополизировали политическую сферу. Рядовые граждане должны иметь возможность реализовывать свои политические права без вступления в политические партии. Какой же в итоге должна быть форма правления в Кыргызстане и кто должен нести ответственность за стратегию развития страны, экономику, внешнюю политику и другие сферы? Действующий основной закон предполагает двоевластие, что категорически неприемлемо, говорят аналитики. По сегодняшней Конституции вопросы внешней политики, вопросы национальной безопасности находятся в ведении президента. Вопросы экономики, социальной сферы находятся в ведении премьер-министра. Должно быть понятно, кто за что несет ответственность в этой стране. И ответственность должен нести глава государства, а как он называется, президент он называется или премьер-министр он называется, это не имеет никакого значения. Эксперты единого мнения, что инициатива проведения нынешней конституционной реформы, в отличие от всех предыдущих, исходит от народа. И проводится она не в угоду амбициям политиков и олигархов. Напомню, специалисты аппарата президента, правительства работают над проектом по внесению изменений в Конституцию страны.